Магаз, 8:30 утра. Приветствую вас! Вы смотрите новый телепроект НТРК Ингушетия «Один день с». И вот новая серия, новый герой. На сей раз это Зелимхан Султан Хамидович Евлоев, председатель Народного собрания Республики Ингушетия. Должен подъехать сейчас с минуты на минуту, а мы уже с утра здесь и ждем его. Зелимхан Султан Хамидович на работу приезжает задолго до начала рабочего дня. Салам. Доброе утро, Зелимхан Султан Хамидович. Желаем вам плодотворного дня. И первый вопрос. С чего начинается ваше утро? Утро начинается, так вот, оглядываем территорию, здания обходим наши, смотрим, что где так лежит. Да? Я забираю почту домой. И, как правило, с утра, уже до завтрака, я пытаюсь уже рассматривать почту, внимательно там читаю некоторые документы, аналитические справки от помощников. Ну, завтракать успеваю вовремя. Как правило, мог бы раньше приходить на работу, но в этом случае тогда и водитель меньше отдохнет, меньше времени побудет со семьей. И ребята со службы охраны тоже раньше вставать надо. То я из-за них пытаюсь приходить вовремя, как бы 9 часам, не опаздывая сам, хотя мог бы, конечно, приходить и раньше. Но сегодня вам будет, наверное, немножко сложнее. Вы к камере, конечно, привыкли, но вряд ли вас снимали с самого начала рабочего дня и до самого его конца. Вот вы у нас сегодня будете под прицелом нашей видеокамеры целый день, и я думаю, вы готовы к любым нашим вопросам. Поэтому предлагаю прямо сейчас начать ваш рабочий день, пока мы будем просто со стороны наблюдать, как он у вас начинается. Вам огромное спасибо. Я хотел обратиться к телезрителям. Уважаемые жители республики, это не моя инициатива, я не боюсь камеры, но тем не менее работать под пристальным взглядом журналиста и большим взглядом на камеру работать очень тяжело. То есть это, еще раз говорю, не моя инициатива. Инициатива это нужно наша, да, телерадиокомпании. Да, нашим телезрителям интересно, поэтому мы попросили вас разрешить нам сегодня провести этот день с вами. Надеюсь, он будет интересный и для нас, и для наших телезрителей. Главное, плодотворный для вас. Спасибо. Спасибо. Руководитель аппарата Народного собрания уже на месте, не опаздывают, естественно, и народные избранники. По пути в приемную нам встречается Василий Иванович Светличный. Подготовка к Пасхе как идет? Идет нормально. Вчера был в церкви, встретился с батюшкой. Вчера разговор с Миннацем состоялся, как, что, где, почему. Так что в этом плане мы идем. Как бы, надо теперь еще объехать кладбище наше посмотреть, потому что докладывают, что везде работы идут, сделано, но надо проверить. Вот это. Пару шагов, и мы в кабинете спикера. С приходом Зелимхана Султан Хамидовича перестановок здесь не последовало, да и это не важно для нашего героя. Главное, чтобы каждый рабочий день приносил результат. В целом, работа депутатов Народного собрания, она сложная работа. У нас 32 депутата, из них только 15 работают на постоянной профессиональной основе. Остальные работают без отрыва от производства. Зелимхан Султан Хамидович в законодательной власти фигура не новая. Был депутатом 3-го созыва и вице-спикером по совместительству. Вообще цифра 3 для нашего героя достаточно символична. После законотворческой деятельности 3 года работал главой администрации Карабулака. Еще через 3 возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Параллельно 3 года работал в администрации главы Ингушетии, первым заместителем, а затем и руководителем администрации. И вот в октябре 16-го вернулся в Народное собрание в качестве его председателя. Личный и служебный успех
успехи, как признается наш герой, радуют, конечно, не всех, что бывает в жизни каждого человека, но друзей во власти у Зелимхана Султанхамидовича практически нет, поэтому к редкой критике коллег из политических кругов относятся спокойно и даже по-философски. К выбору друзей отношусь очень ответственно. У меня друзья еще со школьной скамьи, с кем я и продолжаю дружить до сегодняшнего дня. Говоря о коллегах по работе, я совсем не пытаюсь выстраивать какие-то конструктивные рабочие отношения. Они, в принципе, именно вот такие отношения, они мне помогают в работе. Первое рабочее совещание спикер Народного собрания проводит с руководителем аппарата, с помощниками и руководителем информационно-аналитического отдела. Обсуждают свежие новости, вносят коррективы в план дня. Ну а после немного не по протоколу. Дело в том, что сегодня свой день рождения празднует депутат Народного собрания Марем Султановна Амриева. Кегина абеш белхарязы бы хотахан я хаштыш хватшидеш хайн мок чок ахиги жуалыжи так абеш белхат олу охуны нок осыл дедді хани алчы ханц хашбяққа болбу депутатыш кертқан болбу депутатыш саны нок осыл деш хелхен беж е тақтахан хоя дедуң дер беште лоцбақ безін болыш башақ киттерт ғой шуму кегенахтунда ишм бол безінде шуму ноости сум се ирздор секретхан что унаха еқи богбеш эртухан да сидолчн да садолчн берк. Марем Амриева вместе с коллегами далее поедет на юбилей редакции «Сила Ад» с приветственным адресом от Зелимхана Евлоева, а сам он вместе с нами выезжает в Горную Ингушетию. Мы сейчас находимся в районе населенного пункта Балта. Балти по-ингушски это место, широкое место при входе в ущелье, означает перевод на ингушский язык Балти. Этим я хочу сказать, что здесь жили ингуши, и Балта, на мой взгляд, происходит от ингушского названия Балти. Это и есть широкое место при входе в ущелье. По пути в Жайрах мы затрагиваем самые разные темы. Точнее, наш герой сам озвучивает злободневные проблемы. К примеру, ситуация на наших дорогах, низкая культура вождения и, как следствие, частые ДТП. Конечно же, сейчас плотность транспорта на дорогу увеличилась. И, конечно же, в первую очередь, это несоблюдение правил дорожного движения. Можно сколько угодно призывать к совести, я считаю, что все-таки нужно призывать к соблюдению ПДД, но при этом же нужно наказывать. Нужны больше приборы фото-видеофиксации нарушений. Пока не начнем бить по карману, нарушение ПДД будет продолжаться. Я ни в коем случае не за увеличение штрафов, а за неотвратимость наказания именно за нарушение правил дорожного движения.
Перебирая одну тему за другой, начинаем говорить о критике и критиках. Зелимхан Султан Хамидович признается, самого критиковали, и бывает, что критикуют до сих пор. Главное, чтобы мнения и высказывания со стороны имели под собой определенные основания. Все остальное считает пустословием и порой даже сквернословием. Хочешь дедец элч еще раз хагу что ногда целаду да было не слуха Алла бег гунах дуачуже том бочба камелди Иисус нахмады дуачы для хусун сам том бочба камелы хаддеш халчич ахылды зла özünde dokket dila Самура, да цугот яли, да яли говорит, дуас. Дальше жок плов, бевей дуаш. Мы уже в Жерахе. Здесь местные учащиеся подготовили для гостей эко-урок, совместный проект с региональным отделением «Единой России» в рамках Года экологии. Горько пахнет лист тополины, промытый грозой, где в печи розовеет пшеничная корка, где сплавляет пучина свинец бирюзой. На земле, осчастливенной солнечным светом, изнавающей лунной, несбыточной мгле, на понятном, безжизненном, стылом планетам, трижды грешной и трижды прекрасной земле. Дети, спасибо. Берегите природу, любите природу. Мы вас любим, мы взрослые, старшие, пытаемся для вас вот создать такие вот условия, прекрасные, комфортные условия для того, чтобы вы изучали нашу планету Землю, чтобы вы изучали географию, чтобы вы изучали языки и другие предметы, конечно же, и слушайте своих родителей и учителей. После открытого урока все переходим в актовый зал, где уже старшеклассники подготовили мероприятие в защиту и сохранение окружающей среды. Зелимхан Евлоев поблагодарил учащихся и педагогов за неравнодушное отношение к проблемам экологии и хорошо организованные мероприятия. Прежде чем покинуть школу, сажает во дворе плодовое дерево. Маленький вклад в большое дело. Дальше ирздур бекети хейлер. Амин. Амин. Дорогие могут мерши долж. Около школы армал долж до бере, рекомендую гончихук болж. Амин. Амин. Дигдер моя шашкер мудер да дочь. Мяш рахоты. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Далее Зелимхан Евлоев направляется на совещание с членами Джерасского отделения регионального отделения партии «Единая Россия». В числе важных вопросов на повестке дня строительство объездной дороги в Джерасском районе. Имеется в виду объезд сельского поселения Джейрах и села Арамхи.
Дело в том, что вы знаете, наверное, сейчас, насколько загружены на дорога, вот эта, которая идет через центр сельского поселения. Тут плюс погранзаставы, большегрузные машины, и каждый день есть риск для детей попасть в неприятные положения. Объездная дорога, вы объезжаете Джайрах, Арымхи объезжаете, да, дорога как сама называется? Джайрах, это будет от въезда и до сельского поселения Лежги. Ну а после мы приехали в курортный комплекс Арымхи, где Зелимхан Султан Хамидович лично изучил условия, созданные жителям и гостям республики для полноценного отдыха и оздоровления во все сезоны. Спускаясь по канатной дороге, спикер Народного собрания признается, что до сих пор впечатлен местными детишками, которые с такой любовью рассказывали о природе родного края. Независимо от места, где они растут, но дети не отличаются от детей, которые живут, скажем, на равнинной части или в равнинной Ингушетии. Они у нас одинаковые. Дети, подготовленные были дети, мне понравилось. Умные дети очень, да, активные, умные способные. Дети, да. В Магаз мы вернулись уже вечером, скоро конец рабочего дня, но Зелимхан Султан Хамидович запланированные совещания и встречи ни в коем случае не отменяет. Сейчас с коллегами он обсудит итоги дня и планы на день грядущий. Дело в том, что с нами созванивались, хотят провести совет Юрпа и интересуются датой вашего приезда в Санкт-Петербург. 22 или 23. Я связывалась сегодня с помощником. Они просят официальное письмо с указанием рейса, даты вылета и так далее. Я письмо подготовила за подписью руководителя аппарата, завтра направлю. И еще одна важная встреча, на этот раз с руководителем партийного проекта «Газ на учет и контроль» ингушского отделения «Единой России». Есть положительные моменты в решении тех рекомендаций, которые мы выработали в части того, что сейчас проблем нету с регистрацией, с установкой счетчиков и так далее. У нас сейчас проблем нету в республике. Как и нету тех проблем, которые возникали с представлением показаний счетчиков. Сегодня в любое удобное время для наших граждан они могут по газовому службу представлять свои показания и оплачивать хоть на почту, хоть через банкоматы, хоть через личный кабинет. Здесь есть серьезные подвижки. Однако не без проблем. Проблемы еще остаются. Конечно же, но, Магомед, вы еще являетесь и руководителем партийного проекта. У нас «Газ на учет и контроль». Работа в этом направлении должна быть и дальше продолжена. Значит, как мы и раньше говорили, мы за честные, прозрачные отношения. Когда мы говорим, мы сейчас выступаем на стороне жителей республики. Ну вот, все запланированные выезды, встречи и совещания уже позади. Председатель Народного собрания вместе с коллегами идет в спортзал. Но для вас спорт, в вашем случае, это что? Это просто физические упражнения или же определенный вид спорта? Что вы предпочитаете? Физические упражнения, чтобы как-то себя держать в тонусе, скажем. И то 50, да.
Два часа в компании коллег, таких же любителей здорового образа жизни, пролетели незаметно, а значит, самое время поехать домой. Это можно назвать концом вашего рабочего дня? Или же он еще не завершен? Он завершен, может быть, для этого здания? Для этого здания, для работы в парламенте день завершился. Сейчас домой придешь, обязательно 1-2 человека тебя ждут, надо поговорить, пообщаться. Но потом еще нам нужно время уделить и семье. Но вот вы утром говорили, что вы часто забираете с собой работу отсюда домой. Да. Сегодня много забираете? Довольны ли вы сегодняшним днем? Сегодня мы внедрили электронный документооборот, что позволяет и в машине, и дома рассматривать почту. Это хорошо. Ну, как правило, я это делаю с утра, перед тем, как выехать на работу. Значит, рано встаю, эту работу мы проводим. Вот так только на сон время остается. Ну, такова наша участь. Ну что ж, мы вас благодарим за то, что вы провели целый день с нами, точнее, дали нам такую возможность провести его с вами. Желаем вам плодотворной работы, чтобы каждый день был насыщен приятными событиями, приятными известиями, чтобы к вам на прием приходили люди не только с просьбами помочь им, но и с предложениями, с готовностью, желанием помогать вам, Народному собранию Республики Ингушетия. Я в вашем лице благодарю вашу радиокомпанию. Спасибо. Мы будем стараться. Зелимхан Евлоев, председатель Народного собрания Республики Ингушетия, был героем этой программы. Кто попадет под наш видеоприцел на целые сутки, в следующий раз узнаем ровно через неделю. Это был наш проект «Один день с». Всего доброго.